Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Milli Telekanalının efirinde açıklav programmасы ve studiyada men Leviza Sedbilalova. Her zaman olğanlık gibi bu vaxtda biz canlı efirdemiz ve diqqatinizga nevbetdeki açıq subyatını taqdim etmege biz endi hazırmız. Ve bugün hususan biz Kırımda faaliyet göstergen iş adamlarının diqqatini celp etemiz. Ne için? Çünkü tamam bugün efirimiz devamında biz Kırımda küçük biznesin inkişafı hakkında söz yürütecekmiz. Studiyamızın musafiri ise bugün Dmitri Dobryak, RNKB Bankı yanında küçük biznesin inkişafı boyunca direksiyanın biznes inkişafı boyunca bölümünün müdürü. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Левиза. Добрый вечер, телезрители. Рады вас видеть в нашей студии. У нас сегодня очень интересная и актуальная для Крыма тема. Я думаю, что очень многих наших телезрителей интересует именно развитие малого бизнеса на полуострове. Но для начала, вот что хотелось бы спросить, достаточно, возможно, абстрактный вопрос, но тем не менее, для тех, кто еще только-только встал на путь бизнеса, скажем так, собственно, что собой представляет малый бизнес и какова его роль на полуострове? На ваш взгляд? Ну, вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос на самом деле. Понятие малого бизнеса в нашей стране по-разному интерпретируется. Да, да. Там, по государственной статистике, да, малый бизнес – это предприятия и индивидуальные предприниматели с выручкой до 800 миллионов рублей. В нашем банке, учитывая крымские реалии, да, это предприятия, предприниматели с выручкой там, до 150 миллионов рублей. И вот только сейчас мы поднимаем эту планку до 400 миллионов. То есть это, в принципе, в Крыму 90% бизнеса – это малый бизнес. То есть это не крупные какие-то корпорации, предприятия, это более маленькие, да, там, предприниматели, предприятия, которые занимаются там, всеми различными сферами. Ну, говоря вот о развитии малого бизнеса в Крыму, вот согласно официальному отчету правительства республики, за 2017 год именно вот половина инвестиций в экономику республики это был малый бизнес. Вот что вы можете сказать, действительно ли с вашей стороны вы наблюдаете, вот как представитель банка, вот этот рост активности малого бизнеса? Действительно, я немножко предысторию расскажу. Да? Наш банк начал активно кредитовать малый бизнес в 2015 году, после перехода Крыма в Россию. И вот что интересно, да, как бы поначалу предприниматели показывали низкую активность, потому что у бизнеса были там серьезные проблемы в связи с переходным периодом, поскольку многие потеряли своих привычных поставщиков, потеряли привычный ассортимент товаров, которые они возили с Украины, и вынуждены были искать новые контакты, заключать новые контракты на материковой части России. Со временем, если мы посмотрим динамику, да, там где-то вот 15-16 года, это были года становления, да, там люди встали на ноги, окрепли, и только после этого они начали задумываться о том, чтобы развивать свой бизнес, расширять его, открывать там новые точки продаж, возить новые товары, новые магазины и прочее. Если мы проанализируем, да, то в 2015 году у нас там получили кредиты только порядка 250 предпринимателей там, на сумму 600 миллионов рублей. Это если мы говорим про малый бизнес непосредственно. В 2016 году их было уже там, почти в 2,5 раза больше. Это там порядка 600 кредитов на сумму 1,3 миллиарда рублей. То уже за 2017 год мы как бы видим конкретный рост активности, и уже там порядка 1500 предпринимателей получили кредиты на сумму 3 миллиарда рублей. То есть, опять же, рост 2,5 раза каждый год происходит. И вот за первый квартал, опять же, там приличная цифра в сумме там, 1 миллиард рублей. Казалось бы, да, там январь, февраль, март наименее активные месяца в году, да, когда самая низкая предпринимательская активность. Все равно как бы люди как бы открывают новые проекты и обращаются в банк за кредитованием. То есть в целом, да, можно сказать, что предпринимательство, вот 2017 год был такой отправной точкой, когда большая часть из них уже окончательно определилась, что они хотят, как бы там созрели инвестиционные проекты и начали вкладывать деньги, в том числе привлеченные, и развивать вот свой бизнес уже более масштабно. То есть вот динамика однозначно положительная. Да. С чем вы связываете вот этот рост активности? Ну, как я уже сказал, в Крыму отдельная ситуация, да, связанная с тем, что был период становления, и вот сейчас как бы уже более как бы более проще стало, да, больше стало понимания у людей, как бы, чем они хотят заниматься, как хотят заниматься и прочее. Еще очень важный момент, да, это государственная поддержка. Она с каждым годом, вот мы, как человек, который работает в банке, непосредственно с кредитованием малого бизнеса связан, заявляю, что действительно она с каждым годом увеличивается. То есть различные меры поддержки, и государство как бы целенаправленно поддерживает малый бизнес различными программами. Начиная от льготных ставок, да, по кредитованию и заканчивая там
гарантийной поддержкой. Это, если хотите, более подробно. Мы подробнее, да, немного позже остановимся. Вот вы сами отметили, что обращаются представители из самых разных сфер деятельности. Вот какая сфера деятельности наиболее активно, представители какой сферы деятельности наиболее активно обращаются в банк за получением кредитов? Ну, наиболее активно обращаются те, кого больше, да, естественно. Вот в Крыму более всего развита сфера торговли. Так исторически сложилось, да, что торговля занимает, наверное, одна из самых больших ниш, да, в экономике Крыма. То есть больше всего торговля обращается, опять же, за различными целями, начиная от пополнения оборотных средств, так и инвестиционными целями. Например, там хотят приобрести складские помещения, либо же там офисное здание какое-то, либо там транспорт, допустим, необходим, да, там для перевозки грузов определенных. На втором месте я бы выделил сельское хозяйство. Оно тоже очень активно развивается, благодаря государственной поддержке в том числе. То есть все больше и больше предпринимателей регистрируются в качестве субъекта хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. То есть если раньше даже многие работали без документов, просто имели какой-то там участок, на нем что-то выращивали, то сейчас они идут регистрироваться, чтобы получать в полной мере государственную поддержку. В том числе активно обращаются за кредитованием. Ну и туристическая отрасль стала просыпаться. Да, там, поначалу там, они мало обращались за кредитом, потому что были неурегулированы там, правовые отношения, в том числе по недвижимости, по земельным участкам. Вот в последнее время как бы они активизировались, потому что смогли переоформить, согласно российского законодательства, все документы и тоже стали активно обращаться за финансированием на развитие вот этой отрасли. Но если мы возьмем вот сам алгоритм получения кредита, какие процедуры должен преодолеть, вот скажем так, бизнесмен начинающий? Начинаем мы всегда с клиентом общаться с разговора, да, там, о его потребностях, о том, что ему интересно, что он может, что он хочет. То есть первоначально мы обговариваем все условия сделки, предполагаемые. То есть человек приходит в банк? Приходит, ну, как бы, есть масса способов, как бы обратиться в банк. Да? Там самое простое – это оставить заявку на сайте, либо позвонить на горячую линию. После этого с ним обязательно свяжется наш специалист, уже эксперт, профессионал в этой отрасли, и уже там назначит ему встречу. Либо там частично может по телефону проконсультировать. Да? Там, можно обратиться на отделение банка, опять же оставить свою заявку, там, контакты, и ему перезвонят. То есть сначала мы с ним встречаемся, с клиентом, выясняем его потребности, задаем вопросы по бизнесу общие, да, ну, чтобы вообще понять, подходит ли он под требования, да, банка. Там. После этого, когда мы определили уже первоначальную какую-то структуру сделки, будущего кредита, да, мы начинаем первичную проверку. Он проходит, предоставляет минимальный пакет документов, мы проверяем там кредитную историю, деловую репутацию. После этого, как бы уже, если все хорошо, ну, как правило, все хорошо, да, мы дальше начинаем с ним, переходим как бы к следующему этапу. Это сбор документов, основной пакет. Это финансовые документы, коммерческие. После того, как он предоставляет полный пакет, наши эксперты анализируют бизнес, делают финансовый расчет, ну и смотрят платежеспособность, как бы там различные факторы другие. После этого банк уже принимает решение, там, условно говоря, на кредитном комитете. Уполномоченный орган принимает решение. После этого мы готовим договора, заключаем их с клиентом, все подписываем, оформляем залоговое обеспечение, и после этого клиент может получить уже средства. На самом деле процедура несложная, там есть различные продукты, разные подходы к разным категориям клиентов, но в среднем занимает там, на самом деле от 1-2 дней до 3 недель, там, в зависимости от сложности сделки и суммы, да, за которую он обращается. Ну, вы говорите, что, в принципе, процедура достаточно проста и занимает мало времени, но наверняка бывают случаи отказа. Вот в каких случаях клиент, скажем так, не подходит под критерии банка, и он не может получить кредит? Ну, давайте я самые основные перечислю, да, с чем больше всего сталкиваемся, потому что обращается, ну, много людей на самом деле, да, и вот основные критерии, которым должен соответствовать заемщик. Первое – это срок деятельности. Он должен быть не менее года. То есть, если предприятие, вот он только начал заниматься бизнесом, у него нет еще опыта ведения бизнеса, нет истории, то, конечно, банк как бы не готов его кредитовать, потому что это очень высокий риск. В первую очередь для самого клиента. Он может взять деньги, бизнес не пойдет, да, то, что он запланировал, и он будет вынужден там, потерять залоговое имущество, а у банка возникнут там определенные убытки. Поэтому как минимум год он должен иметь успешную деятельность, в первую очередь самому себе показать, да, на что он способен, что действительно бизнес-модель рабочая, приносит есть прибыль. Есть смысл, собственно, брать кредит. Да. Есть уже смысл развиваться. То есть мы даем деньги на развитие бизнеса. Когда есть действующий бизнес, его необходимо развивать. Это первое, да, самое главное требование. Второе требование – это то, что бизнес должен быть оформлен официально. То есть если деятельность, которой занимается клиент, требует лицензирования, какую-то разрешительную документацию, это все у клиента должно быть. То есть он не должен работать незаконно.
Как бы это неправильно, банк требует, чтобы полностью все документы необходимые были предоставлены и были оформлены надлежащим образом. Третья причина, с которой мы сталкиваемся, наверное, тоже из основных, это отсутствие залогового обеспечения. У нас есть линейка продуктов, которые предусматривают беззалоговое кредитование. Как правило, там, можно, если он работает у нас в банке, имеет обороты по расчетному счету, проводит, и нужны деньги на пополнение оборотных средств, мы готовы предоставить овердрафт до 5 миллионов рублей без залога. Если это просто кредит нужен человеку, да, там, на какие-то другие цели, то это там, до 1,5 миллионов рублей без залога. Если же сумма нужна больше, там, к примеру, 10, 15, 20 миллионов рублей, то, соответственно, он должен предоставить залоговое обеспечение. У многих в качестве залогового обеспечения может выступать недвижимость. И вот у многих она еще не переоформлена на российские документы. Там, допустим, не заключен договор аренды на землю, и согласно законодательству банк не может взять данное обеспечение в залог. Поэтому как бы, они обращаются там, в Госкомрегистр тот же для переоформления документов. Это занимает определенное время. Есть, кстати, классный инструмент, очень гарантийная поддержка со стороны государства. Вот мы очень активно сотрудничаем сейчас с нашим Крымским гарантийным фондом. До 70% кредита может быть обеспечено за счет их поручительства. И клиенту нужно только 30% предоставить в качестве обеспечения своего собственного имущества какого-то. Что еще? Ну, наверное, из основных причин еще бывает риск неплатежеспособности. Это когда клиент, допустим, ну, плохо рассчитал свои финансы, обращается за кредитом, приходит и говорит, допустим, хочу там 10 миллионов рублей там, на развитие бизнеса. При этом мы анализируем там, за прошедший календарный год его деятельность и видим, что он зарабатывает там, меньше, чем платеж по кредиту. Соответственно, мы вынуждены клиенту либо снизить сумму, если же его это не устраивает, тогда мы вообще, к сожалению, вынуждены отказать, потому что неплатежеспособный клиент, ну, в первую очередь, это для него как бы большой минус. Он просто прогорит, да, условно. Как бы мы так не рискуем. То есть мы либо стараемся ему сумму уменьшить, либо ищем какие-то другие варианты. Чтобы... Ну, я так понимаю, что таких случаев достаточно, ну, немного. Нет, немного. Да? Нет. В основном обращаются как бы уже люди, которые в бизнесе давно, полностью уже оформили его, да, по всем документам. У многих залог даже присутствует. Мы же не только недвижимость берем, там у кого-то есть транспорт, который может предоставить, оборудование, там, товары в обороте. Ну, есть различные варианты. Ну, естественно, люди, как правило, просчитывают грамотно свои финансовые возможности и обращаются уже за той суммой, которая действительно там, поможет им развить их бизнес. Без риска там, для себя. Ну, мы знаем, что желающим получить кредит также предлагают еще определенные льготные программы. Вот что это за программы? Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Ну вот на сегодняшний день мы работаем активно по 2 программам. Первая программа стартовала в 2017 году, в феврале месяце прошлого года. Начали по ней выдавать мы в марте. Это программа непосредственно поддержки сельского хозяйства. То есть сельскохозяйственные предприятия могут получить кредит как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели под ставку 5% годовых. Это действительно как бы ставка, она такая есть, 5%. Если среднерыночная на сегодня, да, там по России, если посмотреть от 10 там, до 20% годовых ставки колеблются в зависимости от различных программ, то эта программа действительно пользуется большим спросом, она эффективная, потому что ставка 5% годовых. Заемщик может получить кредитные средства на пополнение оборотных средств, ну, к примеру, для проведения весенне-полевых работ, на закупку там, ГСМ, удобрений, семян там, и прочего. И на инвестиционные цели. То есть у нас, как правило, в Крыму развито растениеводство. Вот люди обращаются за тем, чтобы приобрести новую хорошую технику сельскохозяйственную. Трактора, комбайны, навесную, прицепную. Ну и плюс какие-то крупные инвестиционные проекты там, в животноводстве, скотоводстве, ну и прочих направлениях деятельности. Программа работает. Мы уже выдали по ней на сегодня 83 кредита на сумму 1,3 миллиарда рублей, то есть 1 300 000 000 рублей. То есть наши заемщики получили эти средства и эффективно вложили их в свой бизнес сельскохозяйственный. Это первая программа. Вторая программа была запущена только в этом году. Новая программа, да, в конце февраля. По ней выдано 14 кредитов на сумму порядка 500 миллионов рублей, ну, то есть буквально за месяц. Там смысл в следующем. Государство для поддержания приоритетных отраслей экономики, сейчас расскажу, какие предусмотрело, кредитование под ставку 6,5% годовых. Приоритетные отрасли у нас считаются это сельское хозяйство, производство, транспорт, внутренний туризм, медицина, утилизация отходов и перераспределение газа, электроэнергии и воды. Ну, это основные, да, отрасли, которые пользуются поддержкой по этой программе.
Значит, предприниматель, ну или бизнесмен может обратиться за кредитом как на пополнение оборотных средств от 3 миллионов рублей сумма кредита до 100 миллионов, сроком на 3 года может получить, либо же на инвестиционные цели, там, приобретение основных средств, ремонт, реконструкция, приобретение оборудования, недвижимости, ну, более, скажем так, крупные проекты на срок до 10 лет, сумма как бы до 1 миллиарда рублей может получить по этой программе. Программа пользуется спросом. Вот у нас сейчас, помимо того, что мы уже заключили договора, очень много заявок в работе. В основном, опять же, они идут от сельского хозяйства, от внутреннего туризма, то есть отели обращаются для того, чтобы обновить номерной фонд, сделать там какую-то реконструкцию, либо достроить какое-то здание, да, им необходимо. Ну и производственники, да, обращаются там за тем, чтобы модернизировать свой цикл производственный, закупить оборудование новое или там, допустим, отремонтировать производственные помещения. Вы начинали говорить о том, что на сегодняшний день государство очень активно поддерживает малый бизнес. Вот давайте на этом подробнее остановимся. Ну вот это то, о чем я сейчас говорил, да, это программа. Собственно, это вот то и есть. Да, это постановление правительства определенное, да, которое регламентирует работу по льготному кредитованию предпринимателей. Еще есть гарантийная поддержка, да, это то, о чем я говорил, Крымский гарантийный фонд, только она на самом деле более крупная, она трехуровневая система. То есть есть федеральная корпорация МСП, которая находится в Москве, есть МСП-банк, и есть гарантийные фонды уже на местах в регионах. Все зависит от суммы, да, за которую обратился клиент, от необходимого суммы поручительства. Как я уже говорил, до 70% кредита может быть обеспечена государственной гарантией. Да, там ее дает, ну, она может быть выдана в лице фонда, либо корпорации МСП. Наши фонды местные выдают гарантию до 25 миллионов рублей, до 100 миллионов рублей дает МСП-банк, и свыше 100 это уже федеральная корпорация МСП. То есть, в принципе, там, любой кредит, с которым обращается заемщик, может быть обеспечен данным инструментом. Это очень эффективный инструмент, потому что, если посмотреть статистику, у нас, наверное, порядка 70% наших кредитов идут с обеспечением вот таких вот инструментов гарантийных. Ну, какие виды кредитования наиболее популярны сегодня в Крыму и почему? Вот поначалу, как я говорил, когда мы в 2015 году начали кредитовать, когда люди только-только заключили новые контракты с новыми поставщиками, многие обращались за кредитом на пополнение оборотных средств. Это был самый популярный кредит. И вот, наверное, за последний год-полтора мы видим тенденцию, когда начинают больше обращаться за инвестиционным кредитованием. Как бы на более длительный период. Да? То есть люди уже могут просчитать свой бизнес там, на 3, на 5, на 10 лет вперед. То есть обращаются за приобретением недвижимости коммерческой. Это очень сейчас часто востребованная, да, ниша. То есть хотят переехать либо в новый офис, либо купить новое там, торговое помещение. Обращаются за кредитами на ремонт и реконструкцию недвижимости. То есть есть какие-то проекты определенные, да, которые там недостроенные, либо нуждаются в ремонте серьезном. Обращаются за модернизацией бизнеса. То есть хотят приобрести новое оборудование, увеличить производственную мощность. Ну и кредитование на пополнение оборотных средств также является в том числе приоритетным. Да? То есть, когда бизнес растет, необходимо увеличивать оборотные средства. То есть закупать больше товаров, сырья производственного, ну и прочих. Там, оплачивать расходы, допустим, в том числе там, аренду, например, если новое помещение берут в аренду и там запускают бизнес. Еще много обращаются за, как я говорил, за сельскохозяйственной техникой, да, сельскохозяйственные предприятия. Ну и плюс за приобретением нового транспорта. Те же перевозчики, которые занимаются как пассажирскими перевозками, так и грузовые перевозки. Ну, вот знаете, нередко предприниматели отмечают то, что для того, чтобы получить в банке кредит, необходимо собрать огромное количество различных документов, и процесс оформления вот именно становится для них достаточно сложным. Вот работает ли банк в том направлении, чтобы облегчить, скажем так, вот эту процедуру для получателей кредитов? Конечно. Возможно, есть какие-то технологии современные. Естественно, я так скажу. Банк не стоит на месте, да, он все время старается как бы улучшить этот сервис. Модернизировать, да? Да, мы анализируем постоянно, сколько времени занимает обращение клиента, сколько времени занимает выдача кредита непосредственная. Вот в прошлом году мы запустили очень интересный продукт, называется «Экспресс-овердрафт». Он рассчитан на клиентов, которые обслуживаются в банке РНКБ, вот в нашем банке. То есть имеют расчетные счета, по которым у них поступает выручка, с которых они делают свои расходы. То есть у них есть оборот по счету определенный. Соответственно, у банка уже есть информация какая-то, да, там, о его оборотах, о его деятельности. Банк в автоматическом режиме анализирует движение по расчетному счету,
И от оборота по расчетному счету устанавливает определенный лимит кредитования. Причем делает это в автоматическом режиме. То есть клиент не обращается в банк, не говорит, что вот у меня есть потребность. Мы не ждем, когда клиент придет к нам. Мы анализируем всю базу клиентскую, рассчитываем лимиты, и уже клиентам приходит готовое решение. Приходит оно дистанционно по клиент-банку, где они работают, и к ним приходит предложение, что вот банк предлагает вам оформить, там, условно, сумма лимита может быть до 5 миллионов рублей, она оформляется без залогового обеспечения, без поручительства. То есть заемщик, если ему это клиент, если ему это интересно, прям дистанционно банку отвечает по клиент-банку, что ему это интересно, заполняет анкету, предоставляет минимум финансовых документов, это официальная отчетность, как правило. Банк в течение очень короткого промежутка времени анализирует эти документы, готовит договора, и уже заемщик может прийти получить, и сразу же ему деньги поступят на счет. Вот оформление такого продукта, в зависимости от реакции клиента, да, от быстроты, как он быстро отвечает, занимает сейчас на сегодня, в принципе, 1-2 рабочих дня это максимум. Бывает, что и за 3 часа все это проходит. Плюс, что еще важно отметить, что данная технология, она будет в дальнейшем еще усовершенствоваться. Мы планируем внедрить электронно-цифровую подпись, чтобы заемщик в принципе вообще не приходил в банк. То есть он мог дистанционно получить предложение банка, дистанционно подписать договора. И вообще не приходя в банк, и тут же получить деньги на расчетный счет. Вот все то, что вы сейчас рассказываете, это очень действительно важная, интересная информация для предпринимателей наших. Вот где можно ознакомиться с такой информацией и как можно, собственно, проконсультироваться тем, кто только-только рассуждает на тему брать кредит, не брать, и как ему дальше развивать свой бизнес? Смотрите, информация о всех наших продуктах кредитных выложена на сайте банка. То есть можно зайти в раздел юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перейти в раздел кредитования и почитать обо всех продуктах, которые на сегодня в банке представлены. Там же есть описание льготных программ кредитования. Самый простой способ оформить кредит, обратиться вообще за консультацией, это, как я говорил, позвонить на горячую линию, оставить свои контакты, оставить заявку на том же сайте. 21 век уже люди умеют пользоваться интернетом. То есть ничего сложного в этом нет. И сразу банк перезвонит специалист банка профессиональный и проконсультирует по условиям предоставления и пригласит уже на встречу с каким-то определенным пакетом документов. Ну и последний вопрос. Планируете ли выпускать для малого бизнеса новые продукты? Какие? У нас очень хорошо пошел экспресс-овердрафт для действующих клиентов. Мы видим в этом большую перспективу. Мы сейчас стараемся выпустить, планируем запустить еще один продукт интересный. Просто овердрафт, который мы уже запустили, он подразумевает кредитование на пополнение оборотных средств непосредственно. То есть когда заемщик со своего счета, то есть ему устанавливается определенный лимит на счет, и он оплачивает свои расходы, закупку товара делает, но это больше пополнение оборотных средств считается. А мы сейчас запускаем новый продукт, в этом году планируем запустить. Он будет направлен на кредитование на любые цели, то есть в том числе инвестиционные. То есть если заемщик захочет купить автомобиль, к примеру, транспорт, какое-то оборудование новое, на тот же ремонт недвижимости, на модернизацию производства взять деньги, это можно будет сделать без проблем. Мы также будем смотреть его обороты по расчетному счету и автоматически присылать готовое решение. Заемщику останется только зайти в клиент-банк, посмотреть, что банк ему предлагает, если его все устраивает, предоставить по тем целям, на которые он хочет брать кредит, определенный пакет документов небольшой и по залоговому обеспечению. После этого, опять же, в автоматическом режиме это все будет происходить. Банк формирует договора, примет решение, подтвердит принятое ранее решение и заключит с ним договор, и он получит деньги на расчетный счет. И опять же, это все будет происходить посредством подписания договоров по электронной цифровой подписи, то есть без визита в банк, дистанционно. Максимально просто. Да. Этот проект в разработке еще? Да, этот проект, это на самом деле не так просто, это требует определенных инвестиций со стороны банка, в IT-технологии и прочие решения. Он уже в принципе, на достаточно хорошей стадии, на финальной. Я думаю, что мы в течение квартала, максимум 2 его уже реализуем. Даже так? Да, и наши заемщики уже получат предложение не только на пополнение оборотных средств, но и более интересные кредиты на другие цели.
Дмитрий Сергеевич, у нас вот постепенно программа подошла к концу. Очень рады были видеть вас сегодня в нашей студии. Спасибо за полезную, интересную информацию для наших телезрителей. И удачи вам во всех ваших делах. Спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Урметлі сүйершілер бөлелікні Чехлав программасы сонuna келе, біз бүгін Қырымда күчік бизнестің инкишафы хақында сөз жүрсеттік. Чехлав программасы сонuna келіп, сізге ей ақшамлар тілей. Көрішмек үзірем. Сағылықне қалыңыз.